Добрый день, дорогие зрители, и вновь мы с Русланом Тотровым записываем для вас очередной выпуск Райдиан Истории. И сегодня отправной точкой для записи этого выпуска стало посещение мной акции памяти погибших на центральном рынке. На этой акции было довольно мало людей и мало представителей власти, и это было очень печально. И вроде бы взрыв 99-го года мы все очень хорошо и живо помним, а не так это на самом деле. Мало кто помнит реально детали, дети, родившиеся, ребята, которые родились в 2000-х годах, они вообще об этом не в курсе. Более того, из памяти просто выпало взрыв на спутнике и взрыв на товарном складе железнодорожном. Про это никто не помнит. И вот поэтому мы с Русланом решили записать этот выпуск. Да? Но вот перед тем, как мы вам расскажем в общих чертах, конечно, о том, что случилось в марте 99-го на центральном рынке, чему лично я был, к великому сожалению, прямым очевидцем, и о двух других, гораздо менее известных взрывах. Почему, в принципе, еще мы решили взять эту тему сегодня? Дело в том, что удивительным образом один из терактов, а именно взрыв в поселке Спутник, изначально пытались повесить на одну из самых кровавых банд в истории Северной Осетии, на банду Ивана Хубулова. И вот об этой банде, я более чем уверен, большинство тех, кто смотрит нас сегодня, тоже никогда ничего не слышали. И я один из тех, когда мы говорим, что никто не слышал, я тоже могу быть одним из тех, который не помнит, не знает или не слышал об этом. Когда мы для вас рассказываем историю, в каком-то смысле рассказываем их для меня, Руслан-то помнит все это хорошо, потому что работал тогда журналистом в Осетии. Про эти убийства, про убийство ребенка, про все это я даже был не в курсе. А это одна из реально кровавейших банд Осетии. Как связаны ингушские террористы, взрывавшие Владикавказ, и осетинские бандиты из Грузии, и связаны ли они вообще, мы сегодня и расскажем. Да, кстати, сразу попрошу не обижаться на выражение ингушские террористы, а то в комментариях бывают такие. Берем газету «Коммерсант», когда в России еще была гласность и свобода слова, когда все назвало своими именами. И тут прямо рассказывается о деталях взрыва в 1999 году, в марте 1999 года, когда погибло 52 человека, а число пострадавших приближалось к 400 человек. Вот. Прямо так и пишется. Как стало известно следствию, в начале 1999 года ингуш Магомед Цакиев, входивший в незаконное вооруженное формирование, действующее на территории Чечни, по приказу полевого командира Хаттаба, собирал в своем родном селе Карца, что в пригородном районе Северной Осетии, людей для организации крупномасштабных терактов в республике. Судя по материалам дела, вел вербовку он совершенно открыто, чуть ли не спрашивал у первых встречных, не хотят ли они участвовать в теракте. Вскоре небольшой отряд в составе 19-летнего Адама Цурова и 20-летних Абдурахмана Хутиева и Махмуда Тимирбиева был собран, привезя из Чечни 3 килограмма тротила и несколько литров аммиачной селитры. Подельники собрали взрывное устройство, которое начинили гранатой и мраморной крошкой, обрезками металла и гвоздями, установили на него детонатор и таймер. После чего Магомед Цакиев подошел к Зареме Мисиковой, она торговала на рынке, и попросил ее: вот здесь мешок картошки, погляди за ним, пока я по делам схожу. Простая осетинская женщина и не предполагала в тот момент, что это взрывчатка. Ей повезло только тем, что в какой-то момент взрыва она спустилась в подвал, чтобы достать очередную партию товара. И благодаря этому выжила. Так же получилось, я ведь живу в 100 метрах фактически от этого места, через двор на Дружбе мой. И я уже работал, и в этот день, журналистом, в этот день я был дома, мы должны были ехать в районе 3 что ли, часов на какие-то съемки. И я был у себя во дворе, когда это все взорвалось. Естественно, мы помчались сразу туда с ребятами. Оператор наш случайно был на улице Горького с других съемок, помчался туда. Мы попали туда с оператором, с Олегом Дубининым, первыми из всех журналистов, чисто случайно первыми. То есть ни оцепления, ничего не было. И, как это сформулировать правильно? Прежде чем Руслан расскажет своими словами, что он там видел, да, я просто вам скажу, как это звучит более-менее, корректно в рамках судебного дела. Причин смерти 52 жертв взрыва были в основном травматическая ампутация конечностей и травматическое выбивание головного мозга.
Проще говоря, люди гибли от того, что у них сразу отрывало руки, отрывало голову от взрыва и вот от элементов, которыми начинили эту взрывчатку. А теперь, Руслан, ты скажи, какую ты картину застал? Ну, какую картину? Ну, понятное дело, что, я думаю, никакая психика к этому, в принципе, нормально подготовленной, наверное, даже в журналистской среде быть не может, тем более, когда ты только начинаешь, да, свою деятельность. Мы, конечно, снимали до этого и небольшие теракты, и убийства, и прочее, да, но ты просто идешь по рынку, на который ты и так несколько дней в неделю приходишь, да, как правило, в принципе, и идешь просто по мозгам, рукам и ногам. Вот, собственно, вся картина. И ужас весь осознается позже. Вот. И вот тогда первый раз действительно, да, Осетия напрямую столкнулась с вот таким взрывным терроризмом. Я прекрасно помню, что с самого начала вот мы делали материалы. Да? Мы покажем, кстати, сегодня фрагмент сюжета, который первый и второй канал. У нас есть это видео. Да, вы увидите. Рынок Владикавказа. Взрыв прогремел в 11:40 московского времени. Пятница, середина дня. На рынке было многолюдно, народ закупал продукты к выходным. Все случилось недалеко от центрального павильона рынка, в рядах, где торговали картофелем. По словам очевидцев, взрыв произошел там, где стояли две очереди, человек по 40 в каждой. Я только поднялся с подвала, произошел мощный взрыв, и я присел, когда приподнялся, то увидел такую страшную картину. Специалисты, которые чуть позже приехали на место трагедии, полагают, что сдетонировало взрывное устройство, эквивалентное 7 килограммам тротила. Судя по первым сообщениям из Северной Осетии, 15 человек погибло сразу в момент взрыва. От них остались просто фрагменты тел. Правоохранительные органы оцепили рынок. Всех лишних отсюда освободить. Всех лишних. Посмотри, вот это все. Местные власти сразу же назвали взрыв террористическим актом, цитирую, по своей жестокости и садистскому исполнению, не похожим на разборки местных преступных группировок. И это имеет явно след за пределами республики. Конец цитаты. В Москве 35 лет. По оперативным данным, они скрылись с места преступления. Закрыты все городские рынки Владикавказа, на них работают саперы. Усилена охрана чечено-ингушского и чечено-осетинского участка границы. Антон Верницкий, ОРТ. Президент России Борис Ельцин выступил с соболезнованиями в связи с терактом во Владикавказе. Опять. Удивительно, Алик, что практически сразу, я помню даже из разговоров со следствием, еще даже Путин в тот же день прилетел, эта вся история, мы в сюжете вы увидите. Сразу же абсолютно было понятно, что это не просто, что это теракт, но и кто за этим стоит. То есть это очевидно. Вот знаешь, обычно бывают истории, что а вдруг это бизнес-передел. Как, кстати, вот в истории Спутника и Товарного двора мы эти версии. Да. Нет, нам сразу абсолютно все это было ясно. И я думаю, что, несмотря на то, что кто-то может сказать, что Осетия, казалось бы, уже должна была бы хоть отчасти готова быть к такому. У нас был 92-й. У нас была вот эта волна, начиная года с 97-8 началась волна снова заложников, убийств, похищений с ингушской вот стороны, да, осетин. Все равно никто к этому не был готов. Это 19 марта 99 года. А далее с промежутком в 3-4 месяца происходят события, о которых, вот, к великому сожалению, сегодня мало кто помнит. Я разговариваю с людьми из нашей же индустрии, и я с удивлением сталкиваюсь с тем, потому что, ладно, Товарный двор, но Спутник. Взрыв Спутника, я тоже не сразу вспомнил. Вот понимаешь? Это надо понимать, что вот в 99 году, после марта 99 года, Осетия окунулась просто в 5-10-летний период. 11, извини. Вот когда принято рассматривать такую тему, как теракты в Осетии, берется срок 99-2010. Ну да. То есть вот эта хронология терактов. Да, 11-летний период постоянных взрывов. И взрывы организовывали, как написано в газете «Коммерсант». То есть буквально в поселке Корца человек ходил и призывал всех людей убивать осетин, взрывать их. И вот прямо чуть ли не на улице он встретил молодых ребят, которые были готовы убивать массово осетин. Важный момент, потому чтобы не было путаницы. Это сейчас такая будет уже супер горькая постирония. Значит, один из взрывников рынка
Спутника и Товарного двора, один из них это Тимирбиев. Который сейчас Это не тот Тимирбиев, о котором... Нет, ну зачем же? Карца... Нет, ты запутался. Карца плодит террористов Тимирбиевых, поскольку их там аж два. Есть Мавсар Тимирбиев и Махмуд Мавсар Тимирбиев. Да. Да. Но здесь, я думаю, что особого смысла нам сильно вдаваться в детали самого теракта нет. И вот мы видео, но тут речь идет о чем? Речь идет о том, что вот была эта устойчивая группа, вот этот вот иорданский Че Гевара Хаттаб устроил же лагеря, да, на территории Чечни. Террористический, вот вербовщик учился там, потом он здесь в Карца, естественно, нашел благодатную очень почву для того, чтобы собрать эту группу. Ты просто вдумайся, что одному из вот этой группы в тот момент едва-едва исполнилось 18 лет. Да. Там фактически еще, едва ли не дети, да? Я думаю, что цель Хаттаба, наверное, была в том, чтобы спровоцировать очередной конфликт между астинами и ингушами. Он прекрасно понимал, что, скажем, в Ингушетии более благодатная почва для организации терактов. В Осетии найти людей, которые будут взрывать ингушей, наверное, это физически было невозможно. Это нереально. Если бы, наверное, возможно было, террористы бы этим воспользовались, но нет. А вот в Ингушетии легко находились люди, которые взрывали астин. Цель была спровоцировать войну между астинами и ингушами, оттянуть туда российские войска и сделать такую территорию хаоса. В принципе, тактика выбрана была абсолютно верно. Это более того, Алек, тут на самом деле, кстати, даже, наверное, не столь важна роль Хаттаба и так далее, поскольку в конечном итоге мы говорим о том, что произошло на территории Осетии. И поймали, кстати, эту банду, сейчас мы перейдем к спутнику и к Товарному двору, тут о том, как их поймали. Поймали их благодаря спецоперации против банды Гилаева, когда Гилаевскую банду громили, когда проводили операцию против нее, вот вскрылись вот эти вот связи с взрывами во Владикавказе. Там, кстати, очень большую подмогу, есть удивительная история, был такой английский фотограф, военный Бродерик Скотт. Он входил в состав, неправильно, он в составе вместе с бандой Гилаева перемещался, документируя их. Это нормальная работа, то есть он фотограф. Его смертельно ранили, кстати, в одной из этих операций. Но вот фотографии, которые он снял, фактически документальные свидетельства, лица, люди, они позволили очень многие нити наконец-то сплести. И вот так вот на вот этих совершенно рядовых ингушских исполнителей взрывов во Владикавказе вышли. Но перейдем к спутнику, да, тогда, наверное. Единственный момент, уточним, что организатор взрыва, да, и на спутнике, и всех взрывов, которые мы расскажем, Магомед Цакиев, он был убит в ходе спецоперации в Грозном. Да, и именно оттуда вот вышли все следы. Давай про спутник. Что произошло на спутнике? То есть 19 марта центральный рынок, а 16 мая 1999 года, то есть через несколько месяцев. Через 2 месяца. Ранним утром взрываются 3 дома, то есть подвалы 3 домов в военном городке Спутник. Да. Тут важное уточнение: в военном городке, потому что, стереотипично для тех, кто взрывал, если городок называется военным, значит с большой долей вероятности там живут военные. Я, знаешь, что парирую? По их логике. По их логике, я бы в эту логику их поверил, что они утверждали на суде, что мы якобы хотели убивать военных людей, мы не хотели убивать мирное население, да, мы вели войну. Только все прекрасно, поскольку они все из Осетии, все прекрасно знают, кто живет в Спутнике. Да, это раз. Во-вторых, извини меня, а на рынке они кого взрывали? Они вели войну с осетинами. Это факт. Абсолютно. Так вот, и происходят эти взрывы. Удивительным образом, и вот здесь большой знак вопроса, почему изначально это происходит. Да, я понимаю, что на фоне взрыва на рынке то, что случилось в Спутнике, как бы это кощунственно не звучало сухим казенным расследовательским языком, масштаб не тот. Да, безусловно. И почерк даже, то есть, гораздо меньшая взрывная сила, намного, то есть там 5, чтобы вы понимали, в Спутнике погибли люди, там погибло 5 человек. Там больше дюжины раненых, но почему-то следствие взяло изначально криминальный след.
То есть, опять же, я прекрасно помню, что с самого начала даже речи не было о том, что это могут быть так называемые звенья одной цепи с рынком. Сразу же следствие четко говорило о том, что не-не-не, здесь однозначно бандитско-криминальный след. А почему? Ну, очевидно. Ну, как сказать, наоборот, в этих условиях логично было предположить, что это теракт. Логично было бы, да, но вот они говорили о криминальном следе. А что происходит дальше? А дальше это 99-й год. Да. Через пару месяцев случается взрыв на товарном дворе, никто не погиб, там 11 человек получают ранения. Мы сейчас чуть вернемся через секунду. Это 99-й. А в 2000 году в Абхазии ловят человека по имени Иван Хубулов. Иван Хубулов это грузинский осетин, который Ну, как осетин, родившийся в Грузии, Да. потом переехавший в Осетию. Да. который еще в Грузии 8 лет отсидел за убийство, то есть он уже с кредитной историей приехал в Осетию, и в 90-х годах здесь, опять-таки, вот что такое отсутствие медийности. Одна из самых кровавых банд организованных. То есть я не беру сейчас ОПГ, а беру просто банду. В истории, в новейшей истории Осетии, это банда Ивана Хубулова. В нее входило порядка 14 человек, выходцев из Грузии, осетин. Там такая у них устойчивая была команда, и они вот были, скажем так, воедино их соединяла вот эта вот принадлежность к Грузии. Я просто сейчас исключительно факт. Да. Вымогательство, убийство, разбои, вымогательство, убийство, разбои. То есть абсолютные бандиты отморожены. Я просто один факт приведу того, что они сделали, чтобы вы понимали масштаб этих личностей, скажем так, зловещий. Примерно в то же самое время Хубулов с одной своей подельницей по фамилии Мурзабекова занимался финансовыми аферами в том числе. Помнишь, когда вынужденным переселенцам из Чечни компенсировали деньги за потерю жилья в Чечне? И тогда он влез в эту историю, и что-то они там мутили. На них выходит следствие. Именно по вот этой вот финансовой теме. И Хубулов начинает опасаться, что Мурзабекова может его сдать. Это все открытые источники, вот, то есть опять же, как мы всегда с тобой говорим. Он решает ее устранить и приглашает ее вечер провести на природе. Она, понимая, что это дело пахнет жареным, берет с собой друзей, семейную пару и их 4-летнего ребенка. Просто, чтобы, опять-таки, вот кто такой Иван Хубулов и почему я говорю, что это одна из самых кровавых банд в истории Осетии. Чтобы ты просто понимал, он убивает взрослых, всех, и выпускает 6 пуль в 4-летнего ребенка, собственноручно. То есть вот мы с кем имеем дело. И вот его в 2000 году наконец-то... Давай поясним, что это мы сейчас описали один эпизод убийства. Там да, это один эпизод, да. Море, да. И вот в 2000 году его хлопают в Абхазии, экстрадируют, доставляют в российскую, к нам сюда, в Осетию, да, и обвиняют вместе с его группой из 14 человек по 205 статье терроризм, взрывы в спутнике. Начинается судебный процесс. Убийца и бандит Хубулов едва ли не рубашку на себе рвет. Ему на тот момент 55 лет. Он едва ли рубашку на себе рвет и кричит в суде председательствующему Абоеву. Александр Абоев, это нынешний глава Ленинского суда. Он тогда вел как раз... он и вел дело взрыва тоже. Да, конечно. И террорист Хубулов, террорист по версии следствия, чуть ли не рубашку рвет на груди и кричит: да, я убийца, я разбойник, я душегуб, но я не террорист, не шейте мне то, чего мы не делали, мы никого не взрывали. Мы людей убивали, в конце концов, своими руками, но взрывы мы не делали. Какой принципиальный. Да, но вот ты понимаешь, какая история? До сих пор, как мы же условили, что мы говорим только об открытых источниках, абсолютно непонятно, почему и каким образом вообще банда Хубулова оказалась подозреваемой в деле спутника. Есть только один маленький возможный мостик, который следствие перекинуло. Это как раз таки, возможно, истории, связанные с военными деньгами, военными выплатами. И, возможно, следствие посчитало, что таким образом, как они тогда сформулировали, Хубулов и его подручные пытались посеять страх и панику среди населения. Это прямая цитата. Короче говоря, суд продолжается по Хубулову, но в один прекрасный момент его обнаруживают, вот уже суд идет, и тут его в СИЗО обнаруживают мертвым с перерезанным горлом. Там вроде бы даже была предсмертная записка: устал жить, не могу. Официальная версия такова, что Хубулов понимал, что он на пожизненно идет в любом случае и не видел дальнейшего смысла. Вскрылся. Да. Третья была попытка. Он, кстати, уже в Абхазии еще первый раз, когда его только поймали, пытался
через собственные зубы электричество пропустить. И там очень такой ироничный момент, горькая ирония, конечно, но вот я помню, как писал тот же «Коммерсант», что помогло то, что в Абхазии были жуткие проблемы со светом, и вот когда он эти электроды, так света просто не было. Это 2000 год, да. Сейчас 2021 год. И ничего не поменялось. А в Абхазии проблемы с электричеством, да. Вот, и плюс он еще голову там разбивал, на самом деле бился. Я сейчас опять же, у нас с тобой отсылки все время к печальным делам, он действительно бился головой. А пол? Да, он действительно бился головой, об стену, по-моему, пытался разбить. То есть действительно так, не пресс-релиз, там ничего. Кстати, сейчас интересно, этот человек вообще психически здоров был? Вот у меня вопрос. Вот но он не был признан нездоровым. Смотри, и вот, значит, Хубулов у нас перерезает сам себе сонную артерию, он мертвый. Остальные его подельники, процесс продолжается. И внезапно, примерно в то же самое время, ловят Сурова, Тимирбиева и остальных вот этих вот. И они на себя берут эти дела? Нет, не то, что они берут на себя. Следствие, мы сейчас опять оперируем с тобой данными, следствие доказывает, что оказывается, ингушская банда Цурова. А почему ингушская банда Цурова, если мы говорим, что Магомед Цакиев ее организовывал, а ее все называют Цурова? Исполнители. Мы здесь Цакиева все-таки называем заказчиком. Понимаешь, да, он был передаточным звеном. Там, кстати, тоже еще белыми нитками шита роль этого вашего Хаттаба и так далее. Но это, я почему говорю, что это даже особо и не важно. Потому что важно, что мы имеем... Я, значит, с тобой позволю не согласиться, потому что... Хаттаба, задача... Я о том, насколько это доказано из открытых источников. Да даже, да. Я понимаю, что может быть нету каких-то, но я предположение абсолютно верно, что для Хаттаба нужна была дестабилизация ситуации на Кавказе. Нет, абсолютно логичная версия, тут даже спорить не для там, Цуровых, Цакиевых и прочих, да, как сказать, цели совпали. Этому нужно было дестабилизировать, этим надо было вести войну против осетин. Просто вот тут как бы совпали цели, да. Понимаешь? Вот я что имею в виду? Я тут эти вот сорта Хаттаб, Гилаев и так далее, я имею в виду, что это уже не принципиально, кто именно там из них вынашивал все эти планы. Да. И их ловят. Благодаря вот той операции Гилаевской, да, которую мы с тобой уже рассказали. Следствие раскручивает не только центральный рынок, но внезапно спутник. И товарный двор. Кстати, в «Спутник» отметим, что в «Спутнике» уже участвовал еще более молодой, несовершеннолетний Умар Ханиев. Ему лет 15 было, если я не ошибаюсь. И он заложил 4 противотанковые мины в подвалы домов на «Спутнике». Да. То есть это вот в Африке, забыл, есть же секта, которая привлекает молодых детей. Боко-Харам. Не только Боко-Харам, есть еще Аль-Шабаб. Аль-Шабаб. Да, которая... Нет, была еще такая секта Войны Христовы или как-то... Да. Я забыл, где они молодых детей, 10-летних, 9-летних, им давали оружие и просто объясняли: вы воины Бога, вам надо уничтожить. Ну а вспомни, так же как несколько лет назад идет война в Сирии, игиловцы захватывают курдские территории, да, и массово забирают в плен детей, оборачивая их тут же львятами джихада. То есть, тот же принцип. Да, там же та же история была, когда в Сирии один отец своих 2 дочек дал им бомбу и сказал, там, если вы не взорветесь, с вами там эти люди нехорошие сделают все страшно. Одна дочка взорвалась, а другая испугалась взрываться и подошла и сказала, что она не хочет взрываться. Это абсолютно африканский сценарий, привлекать 15-летнего парня для терактов. Насколько... не гнушавшиеся ничем моральные уроды. Но как они, как мы уже с собой отметили, какую благодатную почву они межнациональную под это подвели. И все, клубок распутывается, и удивительным образом с остальных членов банды Хубулова снимают обвинение. Я видел обвинительное заключение. Там безумное количество статей им вменили. Там статей больше, чем наград у Брежнева было на парадном этом его пиджаке, понимаешь? Но 205-ю у всех... Только у Брежнева большинство наград были выдуманы, а у них статьи были реальные. А ты хорош. Вот. Мы хотим вам сказать, что мы правда пытаемся что-то положительное. Почему иногда у нас бывают вот такие вот даже ироничные моменты? Просто невозможно все оборачивать только драмой и трагедией. В общем, банда Хубулова, как бы это сейчас действительно не звучало, она была причастна ко всему, к чему только можно. Это были законченные звери и нелюди, но они действительно не взрывали осетин. То есть вот этот крик Хубулова на суде, что я не террорист, я убийца, душегуб и прочее, но я не террорист,
Это удивительно, но это оказалось так. По итогу, значит, у нас один из ингушей получил пожизненное. Цуров получил да, пожизненное. Цурову дали пожизненное. Тимирбиев и Хутиев по 23 года. Самый молодой Умар Ханиев, он получил 10 лет колонии общего режима и уже на свободе. Я тебе больше скажу. У нас получается, что Тимирбиев и Хутиев-то на подходе уже почти, потому что через 2-3 года у них истекает срок заключения. А Тимирбиев, который на свободе уже живет в Карца, мы с тобой об этом и говорили, и писали. Это тоже взрыв во Владикавказе, это уже нулевые, до которых мы еще с тобой не дошли в нашем проекте. Но они живы. Мертв только Магомед Сакиев и все. Все остальные живы, и большинство из тех людей, которые организовали один из самых кровавых терактов, один из, Беслан это все-таки это отдельная какая-то. Да, это абсолютно отдельная история, вещь, да. Да. Большинство из них окажутся на свободе. Самый гуманный суд в России. И мы лишний раз с Аликом просто напоминаем вам, что, да, конечно, вы сами, я думаю, не сделаете, а уже сделали все выводы. Просто поступите очень просто. Есть такой официальный государственный ресурс РИА Новости. Абсолютно, государственнее некуда. Просто загуглите РИА Новости, теракты во Владикавказе, посмотрите хронологию, список, посмотрите, кто исполнял эти теракты, и все вопросы, которые вы нам задаете, почему мы всегда подчеркиваем, кто это делал, у вас отпадут. Я больше скажу, мы подчеркиваем не потому, что у нас есть какое-то специфическое отношение к одной или другой национальности. Нет, это просто показывает, что эхо конфликта 1992 года, который откровенно был спровоцирован, скажу так, они не были партийными руководителями, но они были идейными лидерами в Ингушетии. Это эхо до нас доносится до сих пор. Да? Война была пятидневная, а на самом деле жертвы погибают на протяжении десятилетий. Это так. Да, и надо отметить, что и в Ингушетии от этих уродов, которые взрывают людей, погибло огромное количество людей. Нападение на Назрань, когда расстреливали сотрудников Ингушетии, да, сколько ингушей погибло в взрывах, да, мы не говорим мы лишь говорим о том, что любой такой конфликт, он не заканчивается за 5 дней, он идет долгие годы и формирует благодатную среду, которая ломает психику и создает новых зомби, которые будут взрывать. И с этим надо что-то делать, наверное. И исключительно для того, чтобы картинка была законченной и объективной, мы сознательно включили в этот выпуск рассказ о банде Ивана Хубулова, который, уж извините, самый что ни на есть осетин. Да. К чему мы рассказываем это все? Если мы будем забывать такие истории, забывать, откуда у них растут ноги, откуда у них растут уши, нас ждет только повторение всего этого. Мы должны четко понимать, что после пятидневной войны 1992 года в Ингушетии удалось сформировать и поддерживать среду ненависти, из которой рождались террористы, убийцы, которые делали теракты не только на территории Осетии, но и на территории всей России. В Осетии же не удалось сформировать такую среду. Более того, ситуация была настолько печальная, что такая организация, запрещенная в России Марат Кавказ, когда поняли бесперспективность того, чтобы осетины будут участвовать в таких жестоких и злых злодеяниях, они просто расформировали вилаят и Ристуни. Не нашли они в Осетии террористов, которые были бы готовы массово организовывать взрывы и прочее. Это и культурный фактор. Из этого надо делать какие-то выводы, да, и понимать, почему здесь этой среды не получилось, а здесь получилось. И что-то менять, потому что, дай Бог, мирное солнце пусть светит всем народам Кавказа. Мы будем только рады этому. И к нам просто перестанут приезжать уроды, которые хотят нас взрывать. К этому решительным образом нечего добавить, поэтому, наверное, будем выпуск заканчивать. Да, на этом завершаем наш выпуск. Всего хорошего.